Доброе утро, Якутия! Начинаем новую рабочую неделю. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. Мы желаем вам доброго утра. Ну, короче, хорошего настроения. У нас уже совсем осенняя пора наступила, поэтому, чтобы сделать ваш день теплее, он должен начинаться с чего-то хорошего, например, с нашей программы. У нас есть рубрика для каждого члена семьи, от самых маленьких и до самых серьезных мужчин. Да, а позади у нас выходные, да, и интересно узнать, что произошло за эти дни. Грубо говоря, пока мы спали, давайте узнаем, мы подобрали для вас пару-тройку интересных новостей. Ну, скорее, приятных новостей. Да. Итак, девушка Анастасия рассказала в соцсетях, что ее бабушка – давняя любительница программы Андрея Малахова, сопереживает его героям и поет песни вместе с исполнителями. И отчасти именно благодаря ему она до сих пор жива, потому что разве что его ежедневные программы делают ее жизнь лучше, рассказала Настя. Она попросила передать просьбу Малахову записать привет для ее бабушки. Теория 6 рукопожатий и 6000 лайков сработала. Ведущий откликнулся на просьбу девушки и записал видеоролик. Вы, может, тоже можете найти. А на зонде Voyager 2 отключили уже неактуальный для него датчик Plasma Science, который фиксировал заряженные солнечные частицы. Так что теперь зонд сэкономит электроэнергию и сможет проработать еще где-то до 30-х годов. Напомню, что Voyager 2 был запущен в далеком 1977 году. 6 лет назад он вышел в межзвездное пространство. Сейчас зонд находится в 20,5 миллиардах километрах от Земли, но неустанно продолжает передавать данные на Родину. Представляешь, в такой дали и работает. Представляешь, сколько лет он работает. Вот эта техника. Ну и, конечно, приятные новости для женской половины. Так и не бывает, но так бывает. В Китае женщина стала мамой вопреки всем прогнозам. Более того, мамой сразу 2 детей. У китаянки по фамилии Ли редкая аномалия, 2 матки. Но Ли не только смогла забеременеть естественным путем, но и благополучно родить 2 детей, у каждого из которых во время беременности были свои отдельные апартаменты. Такой шанс выпадает 1 на миллион. Роды прошли на 37-й неделе. На свет появились мальчик 3,2 килограмма и девочка 2,4 килограмма. На 4-й день после рождения их с мамой выписали домой, и с ними все хорошо. Ну здорово, это прям приятная новость, что медицина достигла таких успехов, что теперь и это не проблема. Ну, а прямо сейчас мы спешим, конечно, познакомиться с прогнозом погоды, но нужно же знать, что сегодня одеть, чтобы выглядеть красиво, стильно, ну а главное, чтобы вам было тепло и удобно. Итак, в центральных районах у нас 1-2 градуса ниже 0, на заречной группе 2-4 градуса холода, в южных от 0 до -1. В Вилийской группе также от 0 до -1, Нижнеленских 4-7 со знаком минус, в западных -1, -3. В Колымо-Индигирской группе Улусов 2-6 градусов ниже 0, в Янских 10-14 градусов холода, на северо-западе -2, -4. Сегодня в Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила -4 градуса, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем небольшой мокрый снег, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура днем в Якутске +1, +3 градуса, ну еще со знаком плюс. Да, надо отметить, что сегодня я пожалел, что не надел перчатки. Я сегодня приехал на велосипеде в студию и где-то уже на первых метрах ощутил прохладу. Но, дорогие велосипедисты, вам сразу сегодня рекомендация от Руслана Ачирова: не ехать в перчатках. Ехать, наоборот, в перчатках. Не слушайте Веронику, она еще не проснулась, да, но давайте еще больше проснемся и узнаем, какие новости к этому часу. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу в 2025 году. В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России нового вида вкладов. Они будут открываться на основании договора жилищных сбережений, а по его окончании направляться на улучшение жилищных условий вкладчика. Вкладчиком по нему может быть только физлицо, а срок действия не менее 1 года. По такому договору банк будет принимать деньги, начислять на них проценты, а потом направлять накопленные сбережения по распоряжению вкладчика на покупку жилья или финансирование его участия в долевом или индивидуальном жилищном строительстве. Более 100 миллиардов рублей заложено ежегодно на семейные налоговые выплаты, которые начнутся в России с 2026 года. Президент России Владимир Путин в середине июля подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим гражданам России, имеющим 2 и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.
Согласно материалам к проекту трехлетнего бюджета на осуществление такой ежегодной семейной выплаты в 2026 году заложено более 101 миллиарда рублей, а в 2027 около 108 миллиардов рублей. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчета выплаты будет сформирована уже в следующем году. Задел на будущее. Определены победители кадрового конкурса «Якутия вперед». Абсолютными победителями конкурса стали предприниматель, генеральный директор ООО «Медикостом» Александр Ермолаев, старший референт администрации главы и правительства республики Евгения Тарских, заместитель начальника управления экономики ГУП ЖКХ республики Григорий Гуринов. 25 финалистов конкурса из 104 участников включены в управленческий кадровый резерв республики. Напомним, в этом году на конкурс «Якутия вперед» было подано 627 заявок почти из всех районов республики и других регионов страны. На финальном этапе в течение 3 дней финалисты приняли участие в проблемно-аналитической деловой игре, групповых дискуссиях, парных ролевых играх, аналитических презентациях. На протяжении 3 дней 100 участников конкурса из 18 районов и городов республики показывали свои таланты, умения, компетенции. И по результатам 3-дневной работы сегодня мы выявили 25 финалистов, которые будут включены в кадровый резерв республики. А победителем республиканского кадрового конкурса «Якутия вперед» стал Александр Ермолаев, предприниматель, руководитель организации «Медикостом». Эффективные проекты реализуются в Якутске для улучшения качества жизни. Один из примеров – ремонт улиц в микрорайоне Тускул. В перспективном микрорайоне автодорожного округа с 2015 года выделены 3000 участков земли. С каждым годом здесь растет численность населения. Строят дома по программе «Дальневосточная ипотека», поэтому ремонт дорог имеет большое значение. Работа проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На данный момент отремонтированы 4 улицы общей протяженностью 5 километров. Также в планах стоит освещение улиц. Сегодня в микрорайоне состоялось торжественное мероприятие «Здоровый Тускул». В микрорайоне Тускуле земли выкупались частными лицами, и дорог не было. И вот сейчас вот Сайды, Дархан, Байнай, дороги сделаны. И вот что дороги сделаны, они сегодня скандинавской ходьбой пройдутся. Это развивающийся микрорайон, очень перспективный, потому что развитие города идет в южном направлении, в сторону Табаги. Там будет мост. И представляете, какие автострады будут. Конечно же, сюда, где есть дорога, там есть обычная жизнь. Премьер правительства России Михаил Мишустин утвердил график выходных и праздничных дней в 2025 году. Так, новогодние выходные начнутся 29 декабря этого года, а завершатся 8 января следующего. Работать россияне будут всего 2 дня после каникул – 9 и 10 января. Самые длинные праздничные выходные также намечаются в мае следующего года – с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. 4 дня выходных ожидается и в июне в связи с празднованием Дня России с 12 по 15 июня. 3 дня придется отдыхать в ноябре со 2 по 4 число. При этом 1 ноября в субботу рабочий день, 23 февраля и 8 марта и так будут выходными днями. Ну, слушай, уже пора планировать новогодний отдых. Я так посмотрела, совсем ничего осталось. Да-да-да, время летит. Но вообще, на самом деле, лучше начать с планов, конечно, на день. Я вот наконец-то, правда, проснулась. Поэтому, да, одевайтесь теплее, но вообще организм человека не способен полностью пробудиться по звонку будильника. И даже в тот момент, когда вы уже поднялись с кровати, все внутренние органы и системы еще продолжают отдыхать. Во время сна замедляется циркуляция крови, затормаживается метаболизм, снижается умственная деятельность. Утром значительно ухудшена скорость реакции. Такое состояние может длиться, в зависимости от индивидуальных способностей, особенности от 1 до 3 часов. Чтобы полностью проснуться и стряхнуть подобную заторможенность, необходимо разработать суставы и мышцы. Другими словами, нужно просто сделать утреннюю зарядку. Давай начинаем. Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, и сегодня мы с вами выполним кардионагрузку, которая хорошенько взбодрит и зарядит нас на весь день. Первое упражнение – это будут прыжки с приседа. Ножки ставим чуть шире плеч, носочки смотрят диагонально, делаем присед и руками помогаем вытолкнуться. Делаем таких 16 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще раз. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Остановились, сделали вдох, выдох. Выполняем таких 3 подхода. Следующее упражнение – прыжки джемпинг джек. Тоже выполняем 16 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Остановились, сделали вдох, выдох. Выполняем таких 3 подхода. Следующее упражнение мы будем выполнять в бёрпи. Исходное положение. Встаем на ладошки на пол, делаем планочку, подтягиваем колени к себе, делаем прыжок наверх. Тоже делаем 16 повторений. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Упражнение достаточно сложное, поэтому для начинающих я советую выполнить 8 в активном темпе и 8 можно выполнить в спокойном. 3, 4, 5, 6, 7, 8. На этом наша кардиотренировка подошла к концу. Тренировка достаточно тяжелая, активная, поэтому наблюдайте за своим состоянием. Всем хорошего, бодрящего дня! Ну, абсолютно верное было замечание, потому что, бёрпи с утра это, конечно, не всякий сможет, но, тем не менее, если у вас получилось, вы большие молодцы, но всегда нужно следить за состоянием своего здоровья. Ты знаешь, мне кажется, что в таком случае не то, что состояние здоровья, нужно морально приготовиться к такой зарядке, и даже если вы просто просмотрели и поприседали в это время спокойненько, смотря на нашего тренера, это уже здорово. Ну и да, кстати, сегодня Международный день врача, его празднуют в первый понедельник октября. В этот раз он выпадает, но сегодняшний день. Так что у всех врачей с профессиональным праздником. Ну а какие еще даты и события связаны с сегодняшней датой? Давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 7 октября. Сегодня отмечают Международный день врача, Всемирный день архитектуры. По народному календарю Фёкла – запредальница. Русские люди верили, что на Фёклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому. А вот девушки гадали на замужество, несли в баню калачи и ждали, кто прикоснется к руке. Если прикосновение было холодным, быть замужем за бедняком. Если теплым, возьмет в жены человек состоятельный. А если никто красавицу за руку не взял, сидеть ей в девках. Этот день в истории. 1337. Молодой богомолец Варфоломей пострижен в монахи с именем Сергий. 1571. Произошла битва при Лепанто, последнее в истории крупное сражение галерных флотов. 1947. Нильс Бор получил от короля Дании Фредерика IX высшую национальную награду Орден Слона. 1949. День образования Германской Демократической Республики. 1977. Принята последняя Конституция СССР, Брежневская. 1993. Ликвидирован пост номер 1 у мавзолея Ленина. В этот день родились Нильс Бор, датский ученый, физик, нобелевский лауреат. Паулина Алькантара, испанский футболист филиппинского происхождения. Николай Рабинович, советский дирижер и музыкальный педагог. Владимир Путин, российский государственный и политический деятель, президент России. Максим Троньков, российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, тренер. Именины сегодня отмечают Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Степан и Фёкла.
Ну а сейчас переходим к нашим серьезным темам. Если отношения родителей не сложились, права ребенка все равно должны быть защищены. Несмотря на то, что во время развода решается вопрос, с кем будет жить ребенок, второй родитель также участвует в его содержании и воспитании. Важно знать, что алименты — это не только право ребенка на материальную поддержку, но и обязанность родителей выполнять свои обязательства. Здравствуйте! В одной из прошлых тем мы с вами коснулись вопроса о расторжении брака, но обошли стороной одно из важных его последствий. Это, конечно же, вопрос содержания детей, так называемых алиментов. Для подачи искового заявления каких-либо сроков законом не предусмотрено. Алименты могут быть взысканы и через 10 лет. Все ограничивается лишь совершеннолетием ребенка. При определении размера алиментов суд будет исходить из положения статьи 81 Семейного кодекса России, согласно которому на одного ребенка взыскивается 1/4 от доходов супруга или супруги, на 2 детей 1/3, на 3 и более детей до половины заработка или иного дохода. При этом суд вправе изменить установленный размер алиментов в меньшую или большую сторону с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. Законом также допускается взыскание алиментов за предыдущий 3-летний период. Но для этого важно соблюдение одного обязательного условия, а именно установление того, что супругам предпринимались попытки получить алименты самостоятельно. Кроме того, отказ от права на взыскание алиментов заведомо недействителен. То есть, иными словами, нельзя составить какой-либо договор или иной документ, по которому один из супругов лишается права на обращение с заявлением о взыскании алиментов. Однако при этом следует отметить, что в законе все же предусмотрено основание освобождения родителя от уплаты задолженности по алиментам, которыми, согласно статье 114 Семейного кодекса России, является взаимное согласие супругов, если, конечно, речь идет об алиментах в интересах совершеннолетних детей. А также в случае, если неуплата алиментов была связана с болезнью или с иными уважительными причинами. Закон также допускает возможность изменения размера взысканных алиментов. В случаях, если у бывшего супруга или супруги изменилось семейное или материальное положение, например, рождение детей в другом браке или увольнение с работы. Погода и климат играют в жизни человека крайне важную роль. Ежедневно мы сталкиваемся с тем, что на планете происходят стихийные бедствия и переносят более чем видимый ущерб. Если постоянно контролировать прогноз погоды, то получится адекватно реагировать на погодные изменения. Если говорить о меньшем масштабе воздействия, то, зная наверняка, будет ли завтра идти дождь или снег, можно рационально распланировать свой день, либо отказаться от задуманного. Сегодня у нас есть возможность узнать погоду из первых рук. У нас в гостях в студии Саргалана Никитина, начальник отдела метеорологических и агропрогнозов Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите скорее, какая же нас ждет погода в октябре и вообще этой зимой? Так, ну, первые дни октября у нас была очень облачная погода с мокрым снегом. За 3 суток выпало в сумме 10 миллиметров осадков. Это половина месячной нормы. Но благодаря облачной погоде у нас минимальная температура не понижалась ниже 0 градусов. Ну вот буквально сегодня у нас минус 4 градусов в Якутске сейчас. Сегодня ждем мокрый снег вновь. Ну и в ближайшие дни будет погода преимущественно без осадков, но ночные температуры уже понизятся при прояснениях минус 4, минус 8 градусов. Дневная температура будет порядка +1, +3 градуса. Также в конце недели у нас с выходом очередного циклона ожидается ветреная погода, и потом уже мокрый снег. Потрясающий прогноз на целую неделю. Как вы это Лето все было таким запоминаете? солнечным. Но, кстати, мокрый снег, я сегодня на велосипеде, да, вот придется. Ну, это как Надеюсь, всегда, надеюсь, не не угадал попаду в него. немножко. А, кстати, чем будет вот зима, которая нас ожидает, отличаться от предыдущих? Вот мы все знаем, что идет какое-то такое некое глобальное потепление. Вот как это отразится на нашей зиме? Ну, значит, мною был сделан большой анализ последних 60 лет. Значит, подтверждается, что идет потепление. На нашей республике тоже. И сравнение норм показало, что температура с 1991 по 2020 год был теплее предыдущего 30-летия на 0,7 на 2 градуса.
на всей территории. Также это подтверждается частотой опасных явлений, как аномально жаркая погода, частота засух стала больше, а повторяемость заморозков, наоборот, уменьшилась. Ага. И пожароопасный сезон у нас последние 5 лет длится до сентября месяца, а в 2020 году это был самый теплый год по всей территории республики и длился до 11 октября. Ну и зимы стали мягче. Да, ну мы это заметили. Но а вот аномальная холодная погода зимой ведь не исключена в каких-то районах республики? Да, конечно. Если посмотрела 18 последних лет, значит, все месяца зимние были в основном теплые, но было 5 холодных январей и 4 холодных февраля. И хочу отметить, что в 2023 году январь был аномально холодным, особенно вторая половина. В городе Якутске наблюдалось такое опасное явление, как аномально холодная погода, когда среднесуточная температура воздуха понижалась ниже нормы на 7-12 градусов. Ну, это глобально. Да. Ну и температура при этом ночная была порядка ниже 46-52 градуса. Вот такой январь был. Туман у меня аж. Ой, да ладно, пора уже привыкнуть. А вот есть такой еще термин метеозависимость. Вот стоит ли на это обращать внимание? И вот вообще, вот как человек может зависеть от погоды? Ну, безусловно, человек, на самочувствие человека погода влияет. Вот, особенно перепады давления. Ну, перепады давления у нас бывают как раз-таки с выходом циклонов, да, когда резко давление падает и, наоборот, растет при установлении антициклона. Ну и, например, такое скажу, если у человека пониженное давление и идет интенсивный рост давления, человек хочет спать. Вот, часто мы зеваем. Вот. Ну и когда солнечная погода после пасмурных дней поднимает настроение, да, солнце. Поэтому, конечно, мы зависим от погоды. Ну, у вас появилась новая очень интересная услуга — сертификат погоды. Расскажите, что это и как это можно подарить? Ну, это действительно новая услуга. Сертификат погоды — это официальный документ, в котором будет указываться погодные условия за прошедшие даты, но за прошедший день по любой точке республики. Да? Ну, дату знаменательные можно выбрать, да, это дни рождения, юбилеи, годовщины свадьбы. Можно такой сделать оригинальный подарок своим близким, друзьям, коллегам. Вот. То есть, например, была какая-то знаменательная дата, например, ну, в 75-м году. Ну, меня еще тогда не было, но, например, 75-й год, 11 октября, например, да? И вы можете прямо написать, какая погода была в этот день. Да, у нас есть большой архив. Вот, ну, весь архив, да, погоды, которая была в республике, поднимаем архив, достаем эту дату, что там наблюдалось, и на данном сертификате у нас их 3 вида, значит, туда будет вписана вот эта вот дата, о погоде, вернее, да, и это станет как бы памятью. Ну, классно же узнать, что ты родился, например, в яркий солнечный день, да. Или наоборот, что, может быть, вот твой закаленный характер связан именно с тем, что в этот день была там пурга. Ну, действительно, я, кстати, когда смотрел, узнал, что я родился, оказывается, в понедельник. Ну, это тоже для меня было интересным фактом. А еще вот узнать, какая погода была в этот день, это, думаю, тоже очень... Ну, мне вообще повезло, я вообще родилась в день военно-морского флота. Друзья, но у нас, кстати, сейчас есть уникальная возможность прямо в течение этого эфира, в течение вот этих ближайших 3-5 минут получить вот такой вот замечательный сертификат погоды, да, то есть на ваш выбор. Ну, то есть для этого нужно правильно ответить на вопрос и вопрос в студию. Да, и причем нужно будет позвонить по номеру телефона, который в нашей студии. Давайте я телефон сразу скажу. 42 14 39, он сейчас на ваших экранах. И вопрос следующий. Дата образования Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу среды. Да, дата образования Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу среды. Пожалуйста, звоните к нам в студию прямо сейчас, не откладывая. Да, и, возможно, именно вы станете обладателем
сертификаты, которые позволят узнать, может быть, когда вы родились, какая была погода, а может быть, сделать великолепный, оригинальный подарок родным и близким. А вообще уже пользуются люди услугой этой? Ну, услуга буквально недавно. Мы сделали конкурс в телеграм-канале. Есть 3 победителя, но пока еще в процессе. Ну, просто пока еще не все знают, что Да. можно ей воспользоваться. Да. Это же уникально. Повторим вопрос. Дата образования Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу среды. Вас ждет вот такой вот замечательный сертификат. Так, кажется, я слышал звонок. Да? Да. Есть звонок? Так. Нет звонка? Сорвался звонок. Давайте я Говорят, нам подскажу, да? подсказывают, Тогда маленькая подсказка. В эту пятницу, друзья, я УГМС, да, правильно, будет исполниться ровно 91 год. Ну, то есть В уже эту какой пятницу. год вы уже узнали. Это самая жирная подсказка, которую можно сказать. В эту пятницу будет 91 год. Пожалуйста, звоните по номеру телефона и... Тут уже вопрос скорости набора номера 42 14 39. Кто быстрее наберет, тот станет победителем. Так. Неужели такая подсказка даже... Ну, ты хочешь в понедельник рано утром, нужно высчитать, понять, какая дата, еще добраться до телефона. Но если я сказал в пятницу, то день точно можно назвать и месяц. Осталось вычислить год, то есть 91. 2024 минус 91 сколько будет? Друзья, мы вам помогаем. Мы проверяем математику, знание математики. Да. Итак? Ну, кто-то пытался дозвониться. Вот. Я слышу Уже звонок. нам говорят, что кто-то звонит. Так, сейчас, Сейчас нам наша команда подключится, уже да. общается. Алло. 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 Доброе здравствуйте. утро. Доброе утро. Ответ 1933. Да. День? Ой, день. Быстренько высчитаем. Седьмое сегодня. А пятница это какое число будет? Через 5 дней? Ой. Сегодня 7, да? Да, 7 плюс 5. 12. Почти. Ну, 11 октября. Вас да. поздравляю. Мы вас поздравляем, потому что вы проснулись. Да, вы проснулись. Мы очень... Извините, да, 7 плюс 5 Да, это ты просто 12. правильно подсказываешь. На самом деле, человек правильно ответил. Надо было считать правильно. Ну, считай сегодняшний день, да, получается. так. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Лена. Очень приятно. Лена, доброго вам утра, хорошего понедельника. Пожалуйста, сейчас не отключайтесь. Вам сейчас расскажут, как забрать ваш приз. Да, и мы вас поздравляем. И можно сказать, Очень это рада, один из... что вы с утра такая внимательная. Можете передать привет родным и близким, раз до нас дозвонились. Ага. Очень рада, что выиграла. Хочу передать привет своим родным, близким и всем якутянам. Пусть всегда будет хорошая погода. Спасибо. Спасибо за Да, пожелание. спасибо вам за пожелания. Мы желаем вам доброго утра. И напоминаем, не отключайтесь. Сейчас вам расскажут, как можно будет получить этот сертификат. Ну а мы вас поздравляем. Вас благодарим за такой замечательный и интересный подарок. Я думаю, наши телезрители теперь тоже будут знать, что он есть, и обязательно воспользуются. Ну и более серьезно будут относиться к прогнозу погоды. Да. Ну а прямо сейчас наши маленькие специалисты расскажут, кто, по их мнению, синоптики. Устами младенца глаголит истина, но иногда она принимает очень милые формы. Как ты думаешь, кто такие синоптики? Космонавты. Кто такие синоптики? Плохие люди. Плохие люди. Люди, которые говорят прогноз погоды. Люди, которые говорят прогноз погоды. Хорошо. Какие-то собаки, что ли? Собаки? Почему собаки? Люди? Не знаю, ну как ты думаешь? Чем тогда они занимаются, если вот Они летают в космос. синоптики летают в космос? Ухаживают за своими питомцами. Ухаживают за своими питомцами. Они тогда, получается, дома сидят. Как выглядят тогда синоптики? Плохими. А вот какая одежда тогда у них?
черно-белое или черно-серое. Они маленькие, синенькие. Вот есть и космонавты, одни класс. Угу. Например, вот эти вот плохие люди, да, как ты говоришь, синоптики, они чем занимаются? Вот, что они делают? Типа они уступают места или не делятся. Когда вот эти маленькие синенькие люди, они вот улетают в космос, они что изучают там? Они изучают другие мира. Другие миры. Ты их видела когда-нибудь? Нет. Нет? Хочешь увидеть? Да. Ну, у нас гениальные маленькие детки. Но вообще, что может быть проще родного языка? Мы никогда особо даже не задумываемся о нем, о своих словах, о своей речи. Однако умение говорить — это важнейшее отличие человека от животных. В ведической философии речь — дар божественных сил. И от того, как мы говорим, зависит наше здоровье и благополучие. Поэтому мы с радостью поможем приобрести столь необходимый навык в нашей постоянной рубрике. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим с вами об ударении в слове «договор». Ох уж этот договор! Очень часто мы слышим ударение в этом слове на другом гласном. Давайте разбираться, почему возникло это вот такое второе ударение в слове «договор». Надо сказать, что чаще всего вот такие варианты в постановке ударения или в грамматических формах создают сами носители языка по разным причинам. И эти причины нередко связаны с тем, в каких сферах общения используется наш язык. Так, если мы используем русский язык в официальной речи как государственный язык Российской Федерации, то все-таки более уместно произносить слово «договор» с ударением именно таким, как я говорю – «договор». Однако, если мы применяем речь в сфере бытового, повседневного общения, что свойственно разговорной речи, то возможно и вариативное произношение этого слова. Ну а мы с вами давайте заключим договор, что слово «договор» будем произносить правильно. Всего доброго! О чем ты так задумался? Ну, я вот думаю, в наше время мы можем увидеть, например, наскальные рисунки или прочитать берестяные грамоты, в которых наши предки делали очень важные заметки и писали письма. А вот интересно, вот цифровые носители смогут хотя бы столетия быть в читабельном состоянии? Ты беспокоишься о ценности сообщений типа «лол, кек», «чебурек» или что-то в этом роде? Или «привет, как у тебя дела?» Или открытки в группе Аймахтар, да? Да, или «СПС». Сокращение. Ну, вот я думаю, другое дело раньше, да, то есть в цифровых носителях мы сейчас пишем очень много лишнего, да, но вот когда раньше это был кусочек бересты, который было сложно, например, достать, то, я думаю, люди писали все самое важное и ценное. Безусловно. Да. Подробнее в следующем сюжете. В Национальной библиотеке Якутии волнительное событие. Создается уникальное послание. Берестяные грамоты 17 века оцифровываются и готовятся к новым встречам. Минуя года, а то и века, в электронном виде они расскажут о заботах людей 17-18 веков. Листы, предположительно ясачные книги, сканируются высокоточным аппаратом. Преимущество его заключается в том, что он оснащен осветительной системой, да, вот LED, которая обеспечивает бережное сканирование объектов культурного наследия. Вот. И также бесконтактное. 12-я. Дальше. Сенсационные артефакты были обнаружены на территории Якутского острога этим летом. Внутри крепости располагались подвалы воеводские, государева казна, судная палата и другие административные постройки. Благодаря вечной мерзлоте 11 берестяных грамот, написанных чернилами, вполне читаемы. Соболь, лисица, числа и даты – первое, что расшифровали ученые. Сегодня значение посланий конвертировалось. Что интересно, во-первых, это самые поздние, известные по археологии, письменные документы, написанные на бересте. И второе, это самые восточные документы. То есть восточнее этих нету.
не находили. То есть это прямо интерес большой у научного сообщества к этим документам. Для любого археолога это уникальный случай. Любой археолог, который занимается городской археологией, мечтает найти берестяной документ. Сантиметр за сантиметром раскопано около 2000 квадратных метров. Итог – более 2000 находок конца 17-го, начала 20 веков. Фрагменты посуды, орудия труда, одежды, игрушек. Ни один свидетель времени не остался без должного внимания. Одни находки удивляют, другие восхищают. Китайский фарфор был неожиданностью. Это очень тонкая работа, очень хрупкая. Какого бы века, какого бы времени он ни был, он сам по себе уже невероятно хорош. Цель раскопок достигнута сполна, но работа археологов только началась. Помимо изучения, консервации, ученым предстоит подготовить научные статьи, и только потом цифровые копии берестяных грамот будут открыты широкой аудитории. Татьяна Павлова, Михаил Эверстов, Петр Егоров, Медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Да, действительно, казалось бы, да, археология где-то там, а она вот здесь, у нас в черте города. И, кстати, мы как-то общались с научным сотрудником, были на Усхотыне, а вот дороги, это, оказывается, оно вскрывает культурный слой. То есть ты прям идешь... там же несколько уровней. Да, то есть это с дождем, с грязью, он как-то выходит наружу, и вот прямо там по дороге можем было найти черепки эти от керамики, очень древние. Потрясающе, конечно, столкновение с историей у себя под ногами, это всегда поражает, потому что ты понимаешь, что через сколько-то столетий также столкнуться с нашей историей. Да. А вот если еще окунуться в прошлое, я думаю, раньше, наверное, было много свободного времени у людей, не было соцсетей и так далее, да, они все были свободны и смотрели на небо, и даже придумали гороскоп. Как хорошо, что нам не нужно смотреть на небо. Дорогие друзья, мы совершаем маленькое чудо, несмотря на небо, выдаем вам прогноз гороскопа на неделю. Вот эти бы и хорошие гаджеты. Овен. Овнов на следующей неделе ожидают конфликты и борьба за власть. Любые активные действия, скорее всего, будут неудачными. Сведите к минимуму возможность личных столкновений и споров. Лучше по возможности предаться отдыху, желательно активному, как вы любите. Телец. Тельцов на предстоящей неделе ожидает больше неприятных моментов, чем положительных. В основном это будет связано с перепадами настроения и состоянием неуверенности в собственных силах. Избегайте принятия важных решений и больших обещаний. Избавиться от неудач вам поможет следование ранее намеченным планам. Близнецы. Близнецов ожидает исключительно позитивная неделя. Состояние собранности и ясности будет само приводить вас к намеченным целям. Вы будете чувствовать подъем сил и всегда пребывать в хорошем настроении. В конце недели все дела будут сделаны и принесут внутреннее ощущение удовлетворения. Рак. Ракам предстоит непростая неделя. Ваша гордость и эгоизм могут завести вас в тупик и стать причиной конфликтов и обид. Помочь вам сможет подробное обсуждение своих планов, эмоций и переживаний с окружающими. У вас получится особенно ясно и точно изъясняться, что позволит избежать неприятностей. Лев. Для львов предстоящая неделя будет скорее позитивной. Целеустремленность и энергичность помогут вам заявить о себе и реализовать намеченное. Возможно, правда, неприятные эмоциональные спады. Одно неловко оброненное вами слово может испортить отношения с окружающими. Тем не менее, постарайтесь сосредоточиться на своих целях. Благодаря своему обаянию вы сумеете очаровать окружающих, и они вам все простят. Дева. Девы на предстоящей неделе будут организованными и сосредоточенными на своих планах. Постарайтесь использовать это состояние и доделать все свои дела. Успев закончить все вовремя, вы получите удовлетворение от своих умственных и физических затрат. Неделя для вас будет исключительно положительной. Весы. Весов ожидает осознанный период, связанный с планами на будущее и лучшим пониманием себя. На предстоящей неделе вы будете предприимчивы, активны и готовы настойчиво действовать. Воспользуйтесь этими энергиями, если вам нужно сделать что-то важное. Вспомните, что вы всегда откладывали на потом. Скорпион.
Скорпионам на следующей неделе поможет вдумчивость, способность анализировать свои эмоции, мотивы и переживания. Правильно сделанные выводы создадут порядок в вашем внутреннем мире, благодаря чему вам будет легче действовать вовне, строить отношения и двигаться к целям. Стрелец. Стрельцов ожидает исключительно позитивная неделя. Ваш энтузиазм, оптимизм, настойчивость помогут вам достигать поставленных целей и воодушевлять окружающих. Избыток энергии будет хорошо направить на спортивные занятия и другие виды физической активности. Ставьте перед собой дерзкие и грандиозные планы и достигайте их. Козерог. Козерогов ожидает непростая неделя. Главным образом это может проявляться через конфликты и отсутствие понимания с окружающими. Возможно, появится ощущение, что знакомые не признают ваш авторитет. Чтобы избежать неприятностей, заранее заключайте договоренности и подробно обсуждайте совместные планы, цели и задачи с окружающими людьми. Водолей. Водолеев ожидает позитивная неделя, в течение которой лучше будет действовать, чем говорить или размышлять. В этот период лучше будет реализовывать и внедрять ваши идеи, а не шлифовать их теоретически. Внимание и энергичность помогут вам воплотить большую часть задуманного. В то же время излишние разговоры и обсуждения могут завести в тупик или создать конфликты. Рыбы. Рыб ожидает позитивная неделя. Главным плюсом будет ваша способность разобраться в своих чувствах, эмоциях и переживаниях. Создавшаяся ясность высвободит вам нужное количество энергии, чтобы двигаться к целям. Также в этот период рекомендуется обсудить с окружающими все назревшие вопросы. Вы сможете ясно изложить свою точку зрения и привести разговор к нужным вам выводам и договоренностям. Вот прослушала внимательный прогноз. Как думаешь, какой знак легче всего обмануть? С какой целью интересуетесь? Ну, чтобы сказать, чтобы они повнимательнее смотрели следующий сюжет. Ну, вообще, самые доверчивые знаки — это Водолей, Скорпион, Рак и Стрелец. Но я думаю, всем остальным та информация, которая будет на следующем сюжете, будет также полезна. Аферисты часто наживаются на тех, кто уже попался на крючок их сообщников. Например, сначала лжеброкеры убеждают людей вложиться в сверхдоходные активы, а потом перестают выходить на связь и передают контакты псевдоюристам. Те связываются с пострадавшими и обещают вернуть пропавшие инвестиции. За свои услуги они берут немалую плату и тоже исчезают. Другие аферисты находят обманутых людей с помощью рекламы. В объявлениях они гарантируют возмещение потерь всем, кто перевел деньги мошенникам. Выплатами занимаются якобы некие центры компенсации. Иногда обманщики прикидываются реальными организациями, которые защищают права клиентов, банков и брокеров. Но какую бы легенду ни выбрали мошенники, они обязательно требуют что-то оплатить – пошлину, налог или комиссию. Либо выведают данные карт и крадут с них деньги. Если вы сообщили данные своей банковской карты, либо дали доступ к своему личному банковскому кабинету мошенникам, то банки не обязаны компенсировать вам ваши потери. Их не возместят ни юридические фирмы, ни финансовые уполномоченные, ни любая другая финансовая организация. Если вы вдруг отправили деньги мошенникам под их уговорами, но банк это увидел, он может приостановить эту операцию на 2 дня и уведомить вас об опасности. Но он это сделает только в том случае, если реквизиты, на которые вы перечисляете денежные средства, они уже есть в базе Банка России, которые содержат подозрительные счета. Если же вы все-таки по истечении 2 дней решите вновь отправить деньги на эти реквизиты, то банк уже вам их возместить не сможет. Чтобы вернуть украденное, нужно обращаться в полицию. Если преступников удастся поймать, появится шанс получить возмещение через суд. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В России выдали около 3000 кредитов на индивидуальное жилищное строительство по обновленной семейной ипотеке. Сейчас кредиты на строительство частного жилья в рамках этой программы распространяются только на проекты, финансируемые через счета эскроу. Напомню, условия семейной ипотеки были обновлены 1 июля 2024 года. По данным Дома РФ, на индивидуальное жилищное строительство в прошлом году за
3 месяца с июля по сентябрь включительно по всем льготным ипотечным программам на ИЖС было выдано почти 34,5 тысячи кредитов. В частности, по семейной ипотеке 8,6 тысяч займов. 361 консультацию до 2030 года создадут в селах и малых городах России. Также предусмотрено создание 122 перинатальных центров и акушерских стационаров. По информации первого заместителя министра здравоохранения страны Виктора Фисенко, в рамках нацпроекта «Семья» есть один федеральный проект, направленный на развитие и совершенствование инфраструктуры по оказанию помощи матери и ребенку. 77 жителям Мирнинского района заменят глазные хрусталики. В Мирном работают врачи Республиканской офтальмологической больницы. Операция по замене хрусталика проводится для лечения катаракты. Лазером или ультразвуком врачи иссекают естественный хрусталик, а в освободившуюся капсулу имплантируют искусственную линзу. Заживление проходит быстро и безболезненно. После операции пациента наблюдает оперирующий врач и офтальмолог поликлиники. Операция у нас в стандартном случае проводится без каких-либо уколов обезболивающих. Мы капаем капельки, в сам глазик вводим обезболивающее вещество, а внутривенно даже ни одного укола не проводится, если в этом нет необходимости. С начала этого года в Нюрбинском музее дружбы народов имени Ксенофонта Уткина проводят цикл выставок «Нюрбинский район. От века к веку», посвященный 200-летию образования Нюрбинского района. Цель выставок – показать историю, развитие, основные достижения и особенности наслегов. В данное время идет 12-я по счету выставка. Настало время октябрьского наслега. Он является одним из самых больших в районе. Известен своими природными красотами, местностью Кочай, рекой Вилюй, также талантливыми личностями, спортсменами, государственными деятелями. Например, там родились легендарный тренер по боксу Артур Пахомов, призер Олимпийских игр Георгий Балакшин и первый чемпион мира по кикбоксингу из Советского Союза Александр Иванов. Итоговая выставка планируется на середину декабря. Он пройдет в городе Якутске, в Якутском государственном музее имени Емельяна Рославского, посвящен 200-летию образования нашего района. Выставка будет рассказывать именно вехи истории нашего района. Из выставок, которые были выставлены целый год, это именно наследие Нюрбинского района. Они тут выставлялись, показывали историю про своих известных личностей и предметы старины. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Сегодня, 7 октября, по всей стране проводится всероссийская акция профсоюзов, приуроченная к Всемирному дню действий за достойный труд. В 2024 году День действий проходит под основным девизом «Достойный труд – основа благополучия семьи». Традиционно профсоюзы Якутии присоединяются к этой акции, и в эти дни по всей республике проводятся различные мероприятия. Сегодня у нас в гостях Ирина Потапова, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия, и Константин Иванов, специалист организационного отдела Федерации профсоюзов Республики. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите о профсоюзной акции и мероприятиях, которые к ней приурочены. Наши мероприятия стартовали с прошлой недели, с расширенного заседания Республиканской трехсторонней комиссии. Это когда профсоюзы, сторона работодателей и сторона правительства, они, в общем, говорят о том, что вообще, о развитии в целом, да, скажем. Вот. И, собственно, на прошлой неделе у нас еще проходили такие акции, как автопробег. 35 автомобилей мы собрали и, проехались по центральным улицам нашего города. Вот. Возвестили о том, что наша акция таким образом действует всему городу, получается, что рассказали. И также мы отметили многодетные семьи, большую многодетную семью Бороновых отметили, которая не просто многодетная семья, а приемная многодетная семья, да, вот мы. И также нашего профактивиста, нашего молодого профактивиста Екатерину Васильеву, тоже многодетная мать. Вот, мы их отметили, получается, съездили к ним. И, чтобы подчеркнуть важность этого события. Да, конечно. Вручили там
Под подарки. Вот Молодежный совет Федерации профсоюзов Якутии является основной силой, да, объединяющей работающую молодежь республики. Знаем, что вами проводятся различные мероприятия, где кроме обучения молодых лидеров обсуждаете также проблемные вопросы. И какие вопросы вот сегодня самые актуальные среди молодых работников? Ну, самый актуальный вопрос — это у нас защита трудовых прав на работе, так как, будучи, выпускаясь как студенты, не все признаемся, что молодые сотрудники знают свои права и как правильно себя защищать, поэтому они обращаются к нам в профсоюзы. Далее это уже идет как бы у нас защита достойной заработной платы, так как тоже не секрет, молодые сотрудники имеют, так скажем, небольшой уровень заработной платы. Тоже профсоюзы стоят на уровне защиты наших достойной заработной платы. Также бесплатная юридическая помощь оказывается профсоюзами. Об этом тоже многие не знают. Ну, то есть получается комплексная защита, трудовых прав, которая позволяет в дальнейшем уже обращаться к работодателю с требованиями законными, обоснованными законами. Да? Но самое главное, что на днях открылся еще очень интересный учебный год, да, школьно-молодого профсоюзного лидера. Да? Вот что это за школа, как туда попасть и чему вы обучаете? Ну, это проект, который реализуется уже 16 лет. 16-й учебный год, получается, начинается. Это комплекс таких мероприятий, обучения в том плане, что лекции, тренинги психологические и так далее. Целый год с сентября по март года будет проводиться вот эта школа, этот проект. И для молодых там будет обучение по всем направлениям нашей деятельности, охрана труда, социально-трудовые отношения, плюс еще тренинги на лидерство, на тайм-менеджмент. То есть в итоге мы хотим получить молодого профсоюзного лидера, который мог бы легко отстаивать свои права, во-первых, зная о том, чем занимается, что будет делать, будучи профсоюзным лидером, председателем первичной профсоюзной организации в целом, да, и также, проявляя свои лидерские качества. В целом молодежь называют такой энергией профсоюзов, да, такой движущей силой. Какие предложения, которые внесены были молодежным советом, реализуются далее в Федерации профсоюзов? Предложение у нас, как я уже говорила, по защите трудовых прав, потому что у нас есть такое мероприятие, как коммунарские сборы. Молодежь у нас собирается и вносит свои предложения в коллективные договора, раздел молодежной политики, тем самым улучшая свои трудовые условия у себя на работе. Также молодежный совет уже вносит свои предложения в молодежный совет уже Федерации независимых профсоюзов России, где все предложения коммуницируются, и уже более на высоких уровнях уже идет защита прав молодежи. Из недавних случаев можно сказать, что благодаря консолидированной работе молодежных советов по всей России сейчас законодательно закреплен статус молодой сотрудник. Это очень большая работа, это колоссальный труд, это многого стоит. Молодежь — это вообще всегда же движущая сила, получается. У них больше времени, больше энергии. Если взять конкретные какие-то мероприятия, которые предложил молодежный совет. Например, было предложено мероприятие «Велопробег» республиканский. С 2018 года проводится ко дню отказа от автомобиля. И предложили киберспорт, который хорошо поддерживается. Спасибо большое, вам желаем успехов, дальнейшего развития и чтобы акция прошла на высоком уровне. И самое главное, чтобы правда был костяк молодых профсоюзных лидеров, которые бы помогли и старшему поколению правильно защищать свои права и быть движущей силой. Спасибо. Друзья, а завершить мы хотели бы одним очень приятным видео. Дело в том, что 6 октября около 6 часов утра по якутскому времени завершился национальный конкурс «Мисс Россия-2024». Титул «Мисс Россия-24» завоевала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.
Вместе с короной она получила денежный приз в размере 1 миллиона рублей и право участвовать в международном конкурсе «Мисс Вселенная». Якутию на конкурсе представляла Аяна Пудова. К сожалению, якутянка не вошла в число финалистов, но Аина была великолепна и достойно представила республику. Да, и увидимся с вами уже завтра.